К обеду у грузовика с броским названием «Мобильная поликлиника» десятки селян. К ним приехали врачи из Казани, ведут консультации, принимают анализы. Все посмотрели. Что сказали? Хорошо сказали. Давай постарайтесь. Сказали, то 100 лет сказали. По задумке, эти машины могут доехать до самых отдаленных уголков республики. Именно отсюда не раз обращались с просьбой помочь с медобслуживанием по поручению президента. И появились эти мобильные поликлиники. Они поедут в первую очередь в маленькие села с населением меньше 100 человек. Ментальность сельского жителя, пока он не упадет, он никуда не пойдет. Он говорит, я пока на ногах и все. Главное сегодня, мы понимаем, не лечение людей, это тоже важно. Главное профилактика. Мы заранее должны видеть, какие отклонения и какая помощь нужна человеку. По сути, это полноценная поликлиника, в которой есть кабинеты и кардиолога, и терапевта, и даже регистратура. Только воплощено это вот в таком мобильном формате. На колесах и в постоянном движении. Здесь мы в день обследуем около 70 пациентов, жителей. 6 специалистов, кардиолог, гинеколог, офтальмолог, УЗИ, ЭКГ, все исследования делаем как второго этапа диспансеризации. У вас еще небольшой потенциал еще роста есть. Но если со здоровьем населения позитивные сдвиги, то судьбу урожая решает уже погода. Из-за дождей на полях районов временно остановилась техника. В Тетюшах убрано 14% урожая. Надежда на улучшение погодных условий. 89 комбайнов, осенний комплекс полностью по спашке зяби, по севу озимых 20 тысяч гектаров планируем сеять. Все это подготовлено раньше. Комбайновый парк у нас новый, 4 комбайна класс, 2 механизатора, комбайнера на каждый комбайн. Так что только бы погода позволила, уберем в кратчайшие сроки. У нас сегодня в районе 51 тысяч гектаров. Похожая обстановка и в Буинском. Убрано чуть больше 14%, но техника в полях, топлива достаточно. Уборки так на сегодняшний день проблем нету, техника на ходу, топливо есть, зарплата всем. А что мы это где-то в другом месте покупаем? Вот, у меня берите, конечно. А вот на эту культуру не повлияли ни дожди, ни ветер. Камск-Устинский фермер Азат Елалединов 4-й год занимается виноградом. К августу все 80 сортов его ягод созрели, и их уже можно собирать. Но будет ли так просто с зерновыми? 2 недели отставать у нас идет по нашему графику, но, думаю, нарастим. По подсчетам татарстанского Минсельхоза, на 2 недели уборку задерживают несколько районов. В среднем обмолочено от 7 до 14% зерновых. В полях еще остаются рожь, ячмень и горох. По мнению Рустама Миниханова, сегодня важен каждый день, и уборке самое пристальное внимание. Рамиль Шайдуллин, Игорь Романов, ТНВ, Тетюшский, Камск-Устинский и Буинский районы.